Нет лучше деяний, которые мог бы совершить человек, чем в эти дни. И сподвижники спросили, и даже джихад на пути Аллаха, сражение, это для нас особо актуально сейчас, во время этой дикой войны, которую развела Россия против Украины. Потому что джихад это пик, чего может человек совершить. Нет более величественных дней пред Аллахом и более любимых, чем эти дни. Поэтому как можно больше, как можно чаще произносите слова «на нас напали, и мы защищаемся». Это, конечно же, не означает, что мы должны оставить, если кто-то на передовой, джихад, сражение. Нет. Это тот день, когда Господь гордится своими созданиями перед ангелами. И пост не для паломника. Он очень желателен, он искупает текущий следующий год. Это величайший день, день праздника, о котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, поистине самым величайшим днем среди дней пред Аллахом является день, пусть Аллах субхану ва тааля убережет нас, наши семьи, нашу страну от любой беды. Пусть Всевышний освободит нашу страну и дарует нам победу над врагом и оккупантом, который сейчас терзает нашу родину, нашу землю. Дорогие верующие, у каждого из нас есть предпочтение. Во всем, что окружает нас. Кто-то любит определенный сезон, время года. Кто-то любит, я не знаю, определенную одежду, еще что-то. Что бы нас ни окружало, а все, что нас окружает, это есть творение. Творение нашего Создателя, во всем этом у нас есть предпочтение, выбор. У творных созданий. А что же говорить о Творце всего сущего? О Господе миров, который все создал. На самом деле Он все создал. Абсолютно все. И Он выбирает, и Он избирает, как об этом Он сам же сказал в своей книге. Твой Господь создает, что пожелает, и избирает. Аллах создает и выбирает, избирает. И таким образом Аллах субхану ва тааля отдал предпочтение. Он выбрал определенные места, определенные времена, определенные дни, определенные часы. Это Его воля. Его не спрашивают о том, что Он творит и Он что выбирает. Мы будем спрошены за наш выбор. А Он Творец, Он Создатель. Итак, Всевышний отдал предпочтение определенным местам. В частности, мы знаем 3 святыни. Мекка, Медина, Масджидуль Акса. Это лучшие места, где совершение благих деяний, совершение намаза во много-много крат больше, нежели в обычной мечети, в других местах. Хотя вся земля установлена местом поклонения. Он выбрал месяц Рамадан и дал ему отдельный статус. Он выбрал Лейлатуль Кадр. Он выбрал день Джума, этот благословенный, благодатный день. И так далее можете продолжать. Итак, к чему я подвожу? Я подвожу к тому, что, дорогие братья, мы сейчас находимся в одном из запретных месяцев, Дуль-Ка'да. Сегодня 25-е. В преддверии величайших дней, 10 величайших дней Зуль-Хиджа, о которыми Всевышний поклялся в Коране. Он сказал: «Валь-фаджри ва-лаяли нашр». Клянусь зарей и клянусь 10 ночами. И большая часть муфассиров говорит о том, толкователей, о том, что это 10 дней Зуль-Хиджа. Это особенные дни. Это настолько особенные дни, внимание, о которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Он сказал, есть очень много хадисов на этот счет.
Он сказал: «Мал'амалу фи айямин афдалу минха фи хадихи». Нет лучше деяний, ну, имеется в виду благих деяний, которые мог бы совершить человек, чем в эти дни. Имеется в виду в эти 10 дней, первую декаду в Зуль-Хиджа, и сподвижники спросили: «Валяль джихад?» И даже джихад на пути Аллаха, сражение, это для нас особо актуально сейчас, во время этой дикой войны, которую развела Россия против Украины. И даже война, и даже сражение, о посланник, почему? Сподвижники спросили про джихад, про войну. Потому что джихад вирвату санамил ислам, потому что это пик, чего может человек совершить. Он идет с билетом в одну сторону, он не знает, он выживет или не выживет. Поэтому они спросили. И даже джихад, о посланник Аллаха, для сравнения. Внимание! И пророк ﷺ сказал: «Валяль джихад фи сабилилля». И даже джихад не может быть на пути Аллаха лучше, нежели совершение благих деяний в эти 10 дней. За исключением, илля, это слова пророка ﷺ, илля раджулун хараджа би нафсихи, за исключением того человека, который вышел, рискуя своей душой, имуществом, валям яраджа мин залика бишей, и не вернулся ни с чем, то есть погиб. Есть, опять же, очень много риваятов с этим смыслом. Ма мин амалин азка, нет более чище, лучше деяний пред Аллахом всемогущим и велик, выше, валя а'ваму аджран, больше по награде, мин хайрин, из благих деяний, которые бы делал человек, нежели в эти 10 дней Зуль-Хиджа. Его спросили даже джихад на пути Аллаха. Он сказал: даже джихад на пути Аллаха, за исключением человека, который вышел на этот путь и не вернулся ни с чем. Ну, естественно, это же не означает, что это касается больше нас, да, украинцев, что стоит там бросать войну и тому подобное. Нет. В принципе, в исламе запрещено вести войну, как я это неоднократно говорил на проповедях, в запретные месяцы. За исключением обороны. На нас напали, и мы защищаемся. Это, конечно же, не означает, что мы должны оставить, если кто-то на передовой, джихад, сражение. Нет. Если они умрут на этом пути, защищая честь, семью, имущество, то это самое лучшее, что они могут сделать, и они как раз попадают в это исключение. По поводу этих 10 дней. Эти 10 дней, как упоминают муфассиры, в частности Ибн Кафир, это те 10 дней, о которых упомянуто в сроке, отведенному Мусе, алейхиссалям. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. Всевышний говорит: мы определили Мусе, Моисею 30 ночей, добавили к ним еще 10. Это как раз 10 дней Зуль-Хиджа. И далее Всевышний говорит: и поэтому срок его Господа составил 40 ночей. В итоге, после которых Господь общался с Мусой напрямую, общением. И это одно из достоинств Мусы, алейхиссалям. Это в контексте о достоинствах этих 10 дней. Поэтому, дорогие верующие, дорогие братья, желательно, если мы говорим про совершение благих деяний, в эти 10 дней, что лучше делать? На что указал пророк ﷺ? Желательно как можно больше поминать Всевышнего. Потому что основная цель создания человека – «Вама халактуль джинна валь инса илля ли'абудун». И мы создали людей и джиннов исключительно для того, чтобы они поклонялись в широком смысле этого слова. А квинтэссенцией этого всего является викр. Это связь сердца верующего с Господом, это поминание Господа.
во всех его положениях, во всех его при любых обстоятельствах. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорил, и он советовал: «Ма мин айямин а'зам инда Аллах ва ла ахаб илейхи аль-амалу фихинна мин хадил айям». Опять же, смотрите, как с чего начинает пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе. Нет более величественных дней пред Аллахом, более любимых, в которых было более любимые для Аллаха благие деяния, чем эти дни, эти 10 дней. Фаакфиру фихинна. Поэтому как можно больше, как можно чаще произносите слова единобожия. Минат тахлиль, ла иляха илляллах. Вот такбир, Аллаху акбар, Аллах велик. Вот тахмид, альхамдулиллах, альхамдулиллах. И ученые упоминают, что есть зикр мутлак, абсолютный. Это в эти 10 дней. И есть зикр мукайят, обособленный. Это тот зикр, те слова возвеличения Аллаха, которые произносятся в дни ташрика, светлые дни после Аидуль Адха, после Курбан Байрам, после завершения каждого намаза. Дорогие братья, эти 10 дней выделяются тем, они особенны тем, что есть в эти 10 дней день Арафа. А как мы знаем, Арафа это есть хадж. И мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Хайру дуа и Арафа». Лучшая дуа, которую может человек произнести, с которым может обратиться, это в день Арафа. Это тот день, когда Господь гордится своими созданиями перед ангелами. И пост в день Арафа не для паломников, для тех, кто не смог отправиться в паломничество, в хадж. Он очень желателен, он искупает текущий, следующий год, как на это указал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Тукаффиру саналь мадия аль бакия. Мадия прошлое, бакия следующее имеется в виду. И в этот день, и среди этих дней есть, конечно же, день Йомун Нахар, день Курбана. Дорогие братья, поистине в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент, и Всевышний ответит наши мольбы. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху, лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Дорогие братья, итак, мы говорим про 10 дней Зуль-Хиджа. Об особенном статусе этих дней, в преддверии которых мы находимся. Почему? Некоторые задают вопрос, почему эти 10 дней? Кстати говоря, кто-то может сказать, а как же месяц Рамадан? Даже месяц Рамадан. Да, есть последние 10 дней Рамадана, но даже дни последних 10 дней Рамадана, как на это указывают ученые, не могут быть лучше и не являются лучшими, чем эти 10 дней Зуль-Хиджа. Ночи, да, потому что есть Лейлятуль Кадр, есть ночь могущества, есть ночь предопределения. А дни нет. Это лучшие дни, потому что есть день Арафа. И задают вопрос, почему? Ученые, размышляя над этим, говорят о том, что вероятно, очевидно, потому что именно в эти 10 дней Аллах Субхану ва Тааля предоставил возможность своим рабам, верующим, исполнить 5 столпов, все 5 столпов ислама, фундамент ислама.
Шахадат ля иляха илляллах инна Мухаммада Расулуллах. По сути, это зикр. Это пророк саллаллаху указал на это. Факфиру фиха мин ат-тахлили ват-тасбихи ват-тахмид. Чаще говорите в эти дни слова поминания Аллаха, слова возвеличивания Аллаха, слова единобожия, восхваления. Сала. Мы молимся в эти дни. Суям. И пророк саллаллаху очень часто постился в эти дни. Как это, об этом упоминает Хафса, рады Аллаху. Хотя Аиша говорит, что он не постился, и ученые объединяют между этими сообщениями, говорят, вероятно, когда он был Аишей, не постился. То есть, вероятно, он не постился все 10 дней подряд. Но, тем не менее, в день Арафа для непаломников большая награда за пост. Если кто не может поститься, хотя бы день Арафа, обязательно поститесь. Дальше закят, милостыня. Тоже поощряется. И мы знаем, курбан это тоже определенная милостыня. Некоторые ученые даже сказали о том, что, и мы сейчас далее упомянем об этом, что это является ваджибом, то есть долгом, в частности, имама А'уза'и, имама Абу Ханифа, для того, кто имеет возможность зарезать жертвенное животное, принести курбан. И также, конечно же, хадж, великое паломничество, которое является долгом каждого мусульманина хотя бы совершить его раз в год. Так вот, в контексте беседы, последнее, на что я хотел бы указать, что Эверестом, трамплина благодеяния, а эти 10 дней не что иное, как трамплин, возможность для каждого из нас сделать как можно лучше за короткий промежуток времени, является, конечно же, Яумун Нахр, Курбан, день жертвоприношения. Это величайший день, день праздника, о котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна а'замаль айям», поистине самым величайшим днем среди дней пред Аллахом является Яумун Нахр, день Курбан Байрам, день жертвоприношения. Почему? Потому что в этот день совершается большая часть обрядовых действий, поклонений. Это бросание камушков, это само жертвоприношение, сбривание. То есть в этот день завершается большая часть обрядов хаджа, таваф и так далее. И в этот день паломники обязаны выйти из состояния храма, зарезав животное. И в этот день, как я уже упомянул, по мнению большинства ученых, это является сунна муаккада, утвердительной сунной, очень желательной сунной. По мнению некоторых ученых, как я это уже опять же упомянул, имам А'уза'и, имам Абу Ханифа говорил о том, что это ваджиб, зарезать жертвенное животное. Цель от этого — накормить тех, кто нуждается. Цель от этого — достичь богобоязненности, как об этом говорит сам Аллах Субхану Тааля в книге, то есть в Коране. И день жертвоприношения на самом деле, если мы говорим об особом статусе этих дней, это тот день, мы упомянули, да, что 10 дней ваваадна Муса, Аллах Субхану Тааля даровал срок Мусе 30 дней, а потом еще 10. 10 это Зуль-Хиджа. А Яумун Нахр это тот самый 10-й день, в который Аллах Субхану Тааля говорил с Мусой: «Укаллама Муса таклима», как об этом упоминают муфассиры. Поэтому, дорогие верующие, старайтесь как можно больше совершить благого в эти дни. Пусть Аллах Субхану Тааля убережет нас, наши семьи, нашу страну от любой беды. Пусть Всевышний освободит нашу страну и дарует нам победу над врагом и оккупантом, который сейчас терзает нашу родину, нашу землю. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإني داع فأمن.